Добрый день, ребята. 5 класс, русский язык и литература, урок номер 50. Шаги великана. О чем вам говорит имя Александр Сергеевич Пушкин? Вспомните его строки из сказки о рыбаке и рыбке. С какими прилагательными сочетаются выделенные существительные? Поставьте к прилагательным вопросы и определите их род. Итак, имя Александра Сергеевича Пушкина является символом русской литературы и культуры. Оно ассоциируется с гениальными произведениями, заложившими основу современного литературного языка, такими как Евгений Онегин, образец русского романа в стихах, сказки, передача духа народного творчества, исторические произведения, такие как «Капитанская дочка», Борис Годунов, лирики, стихи, наполненные глубокими эмоциями, философией и любовью. Имя Пушкина символизирует свободомыслие, национальное самосознание и творчество, объединяющее высокую культуру и народные мотивы. Итак, вот строки из сказки, из его сказки «Сказка о рыбаке и рыбке». Так, воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, но, непростую. Итак, с какими словами, с какими прилагательными сочетаются выделенные существительные? Это чудо какое, великое, золотую рыбку. Рыбку какую? Золотую. Мы ответили, нашли прилагательные и поставили к ним вопросы. Так, следующее. Упражнение 328. Послушайте, что вы узнали о поэте, какие его произведения вы знаете. Выпишите выделенные прилагательные вместе с существительными, поставьте к ним вопросы. Великий русский поэт Пушкин, которого знает и любит весь мир, прожил всего 37 лет, но он шел шагами великана, как говорил о нем известный поэт Рылеев. Пушкин оставил нам больше 1000 стихотворений, поэмы, сказки, романы, повести, рассказы. Итак, выделенные прилагательные существительные. Великий русский поэт. Какой великий? Какой русский? Кто поэт? Известный поэт. Какой поэт? Известный. Итак, произведения. Какие его произведения вы знаете? То есть это стихотворения, поэмы, сказки, романы, повести, рассказы. Упражнение 329. 329. Вспомните, какими были герои сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Запишите прилагательные к существительным и обозначьте их окончания. Укажите прилагательные мужского рода. Итак, золотая рыбка. Какая? Добрая, волшебная. Старуха какая? Жадная. Что можно еще сказать? Злая, еще сварливая. Старик какой? Добрый, несмелый, скромный. Так, вот тут из слов помощников можно что еще выбрать? Хороший. Так, хорошо. Так, это примерно. Упражнение 330. Из сказки Пушкина этот отрывок. Из какой сказки Пушкина этот отрывок? Спешите, вставляя вместо вопросительного знака. Вставляя вместо знака вопрос, а вместо точек пропущенные окончания. Определите род, число и падеж прилагательных. Проверьте себя по вашему помощнику. Итак, глядь поверх... Сказка – это сказка о царе Салтане. Глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасен. Как мы говорим, прекрасный.
Что ж ты тих, как день ненастный? Так, здесь у нас прекрасный и ненастный. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне и о царевне Лебеди, да? Так, дальше. Упражнение 331. Послушайте, что нового вы узнали о поэте. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. Он рос вместе со старшей сестрой Ольгой и младшим братом Левушкой. За детьми смотрела няня Арина Родионовна, которую Пушкин очень любил. Она была добрая, ласковая, укладывая детей спать, всегда рассказывала сказки. К 7 годам Пушкин уже хорошо говорил, читал и писал по-французски, и даже сам сочинял небольшие пьесы на французском языке. Как-то он лег спать и долго не засыпал. «Что ты, Саша, не спишь?» – спросили его, а он ответил: «Сочиняю стихи». Так, это из книги «Родные поэты». Итак, что нового вы узнали из данного рассказа? Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. Его детство прошло с няней Ариной Родионовной, которая рассказывала ему сказки. И уже с ранних лет он читал французские книги и писал сочинения. Пушкин был человеком творческим и с детства проявлял талант к поэзии. Итак, упражнение 332. Вы пишите из текста о Пушкине в 2 столбика имена прилагательные женского рода и имена прилагательные мужского рода. Вместе с существительными обозначьте окончание, укажите падеж. Итак, из текста, да, о Пушкине. Так, нет. Так, великий, известный, то есть какой мужской род, да, и к женскому можно написать французская книга, русская сказка. Так, добрая, ласковая. Так, упражнение 333. Прочитайте, каким вы представляете себе Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин был невысокого роста, шатен, с курчавыми волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Ни один портрет не передал красоту его удивительных глаз. Говорил, он скоро острил всегда удачно. Поэт был веселый, подвижный, смеялся, показывая 2 ряда ровных зубов. Так, Пушкин был человеком невысокого роста, с голубыми глазами и курчавыми волосами. Он был веселым, улыбчивым, быстро соображал, остро шутил, проявлял подвижность и оптимизм. Так, упражнение 334. Дополните кластер на тему герои сказок Александра Сергеевича Пушкина. Вот здесь из сказки о царе Салтане, да? Белка, которая орешки грызет, белка, царь Салтан, золотой петушок, ученый кот, под спи кругом ходит, работник и балда, царевна лебедь, Черномор. Так, ну это примерно. Дальше. Если знаете свои, можете написать. Упражнение 335. Вспомните таких героев сказок Пушкина, как Золотой петушок, кот, ученый, царь Салтан, работник, балда, дядька Черномор. Опишите одного из героев, используя прилагательные мужского рода. Допустим, Золотой петушок какой? Золотой. Ученый кот какой? Ученый. Царь Салтан мудрый. Работник балда какой? Находчивый. Черномор какой? Хитрый, сильный, могучий. Так, упражнение 336. Начало 3 сказок Пушкина.
Вспомните их названия, кратко передайте содержание одной из них. Какие прилагательные вы использовали при пересказе? Нигде в 39 царстве, в 30 государстве жил-был славный царь Дадон. Так. Какая-то у нас сказка. Второе. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Так, и третья сказка «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». Так, третья сказка — это у нас сказка о царе Салтане, да? Вторая сказка — сказка о рыбаке и рыбке. И царь Дадон, сказка о золотом петушке. Так, царь Дадон, герой сказки о золотом петушке, верно. Арина Родионовна, няня Пушкина, верно. Пушкин был высокого роста, неверно, он был невысокого роста. Жил старик со своей старухой у самого Черного моря, нет, у Синего моря. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, верно. Так. Составьте синквейн к слову Пушкин. Так, Пушкин, великий русский. Третья строка: творит, пишет, вдохновляет. Четвертая: создатель бессмертных произведений. И все это одним словом — поэт. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. До свидания, до скорых встреч.